В детской школе искусств Карабулака научиться играть на фортепиано сможет даже новичок. Достаточно всего лишь одного занятия, и это заслуга преподавателей. А они здесь одни из лучших. Наталья Ведзижева посвятила музыке более 40 лет своей жизни. Она виртуозно играет на инструменте как классические произведения, так и национальные композиции. Она не представляет свою жизнь вне искусства. Впервые в музыкальную школу ее привел отец. Инструмент выбрала мгновенно. С тех пор ни разу не пожалела, поэтому так благодарна своему папе. Я люблю музыку, я играющий пианист, я играю и сейчас в различных концертах. Я люблю вообще, я учу своих детей, своих внуков. И, конечно же, у меня очень много учеников, и те, которые уже закончили, продолжили свое образование в специализированных вузах, институтах, колледжах. Наталья Керимовна трудится здесь с 1994 года. Раньше тут невозможно было работать, признается женщина. В здании, построенном еще в 1963 году, условия оставляли желать лучшего. Но благодаря реализации национального проекта «Культура» удалось капитально отремонтировать детскую школу искусств и вдохнуть в нее новую жизнь. Находились в ужасающих условиях, вы себе не представляете, что это было. Это было просто барачное здание. И все равно мы приобщали наших детей к этому искусству, живописи, к музыке. И у нас дети участвовали в концертах и в конкурсах, и побеждали. Но сейчас вот мы находимся в таком здании, которое не только стимулирует детей, но оно действительно прекрасно, как и наше искусство. Мы очень рады. Этот проект помог всем детям, и огромное спасибо тем людям, которые все это нам сделали, и сделали очень достойно. Сейчас, конечно, очень важно именно вот приобщать детей к искусству, к музыке в частности, потому что ведь только музыка делает человека благороднее, добрее. Заниматься стало удобно и комфортно. Светлые коридоры и кабинеты, современное оснащение. Теперь композиции великих музыкантов звучат в обновленных стенах. Фатима, что за композиция? «Маленький принц». Нравится тебе в музыкальной школе? Да. Воспитанники детской школы искусств привыкли говорить больше на языке музыки. Этому их учат педагоги. Говорят, так проще достучаться до души. Абдулгафур Аушев в свои 12 изумительно играет на древнем ингушском национальном инструменте дахчинпандар. Балалайка далась ему нелегко, но идеальный слух и желание юного музыканта оказалось сильнее всех барьеров. Я уже хожу как 2,5 года. Конечно же, первые 2-3 месяца было трудно, пальцы болели, мозоли были. Так вот через труд научился играть. Обновленной школе мальчик очень рад. В таких условиях обучение дается легко. Планирует освоить еще один инструмент – фортепиано. Мне нравится сюда ходить, в эту школу. Во-первых, здесь иная эстетика, иные чувства. Начинаешь по-другому думать. Я сюда иду с восхищением, с удовольствием. Фортепиано, скрипка, гитара, балалайка, занятия по изобразительному искусству. В детской школе свое направление может найти любое. Всего здесь обучаются порядка 300 ребят, и каждый из них талантлив. Я рисую картину с тыквой. Ну, для своей семьи, чтобы потом повесить на кухне. Всего на капитальный ремонт из федерального бюджета выделили более 20 миллионов рублей. При софинансировании из регионального бюджета свыше 1 миллиона. Школу обновили досрочно на несколько месяцев раньше запланированного срока. Сейчас, конечно, школа вот после капитального ремонта, она преобразилась, стала более светлой, просторной. Как вы видите, холл у нас уже такой свободный. Мы можем проводить какие-то музейные выставки и музыкальные творческие вечера проводить. Конечно же, все изменилось и в очень лучшую сторону. Стало приятно работать, вдохновение какое-то появилось уже, можно так сказать. И я думаю, что изменения просто произошли колоссальные. Я начала сюда ходить 4 года назад, сейчас идет 5-й. До ремонта
кабинеты были поменьше размером. Для воспитанников и их наставников создали современную образовательную среду. В помещениях светло, тепло, соблюдены все требования правил безопасности. И все это благодаря реализации нацпроекта «Культура». Зелимхан Калоев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.